На этой неделе состоялось очередное заседание Совета района. Правда, начало заседания пришлось задержать, так как, нарушая и пропускной режим учреждения, и указ главы Республики Коми о противоэпидемических ограничениях, в администрацию в буквальном смысле ворвались граждане, среди которых были не только жители Сосногорска, но и соседнего муниципалитета. Прорвавшиеся в зал люди попытались сорвать заседание, выкрикивая некие претензии к собравшимся. По этому факту уже направлено заявление в полицию. Когда порядок был восстановлен, председатель Совета Ирина Ушакова начала работу с поздравления депутата Кристины Румянцевой, которая вошла в молодежный парламент Республики Коми. Повестка была принята практически без изменений. По первому вопросу с информацией о состоянии криминогенной обстановки за 2020 год выступил начальник Сосногорского ОМВД Дмитрий Матвеев. И если уровень совершения преступлений остался таким же, как и в 2019 году, то раскрываемость не может не радовать. Раскрываемость преступлений по итогам года составила 59%, что гораздо выше показателей прошлого года, 2019, на 6%, и выше среднереспубликанских показателей на 5%. Раскрываемость преступлений против личности составила 90%. В позапрошлом году цифра составила 84%. Сократилось на 6% количество пострадавших граждан. Однако есть и отрицательные показатели. Дмитрий Матвеев особо подчеркнул, что растет количество граждан, обманутых мошенниками через мобильный телефон или интернет. Полиция проводит профилактическую работу, но жители района все еще верят незнакомым людям и ведутся на различные уловки. Вторым вопросом народные избранники рассмотрели изменения в муниципальный бюджет, который пополнился на 13 миллионов рублей. Эти средства пойдут в отрасль культура, на социальные выплаты молодым семьям и на ремонт дорог. Затем свой отчет представила ревизионная комиссия, в котором было отмечено, что в муниципалитете заметно повышается уровень бюджетной дисциплины, а количество выявленных нарушений за последний год снизилось практически в 3 раза. Руководитель отдела администрации Ольга Савенкова представила стратегию социально-экономического развития муниципального района Сосногорск, рассчитанную на долгосрочный период, до 2035 года. Реализация стратегии будет осуществляться в рамках 4 основных направлений. Первое – это человеческий капитал, направленный на повышение доступности и качества системы образования, развитие культурного потенциала, в том числе туризма и народных художественных промыслов, оказание социальной поддержки гражданам, совершенствование системы физической культуры и спорта, повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ. Следующий стратегический приоритет – экономика реализует задачи по развитию инвестиционной деятельности, предпринимательства и агропромышленного комплекса, а также созданию условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье. В рамках третьего приоритета под названием «Территория проживания» будут реализовываться задачи по созданию надежной дорожной инфраструктуры и обеспечению потребностей населения в качественных и доступных транспортных услугах, а также повышению уровня благоустройства территории муниципалитета. Задачей по реализации цели 4-го приоритета управления является совершенствование системы муниципального управления в районе. Сюда относятся совершенствование системы предоставления муниципальных услуг, обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы, эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами. В завершении своего доклада Ольга Савенкова подчеркнула, что для успешной реализации стратегии необходимо аккумулировать все имеющиеся в районе ресурсы, и муниципалитет готов это сделать. Следующие 2 вопроса сессии обсуждались непросто. Согласно законодательству, депутаты в течение 30 дней со дня избрания должны были предоставить справки о доходах на себя, супругов и несовершеннолетних детей. К 13 депутатам вопросов не возникло, а по 2 поступила информация о фактах нарушения требований федерального закона. В адрес председателя Совета муниципального района Сосногорск поступила информация Управления главы Республики Коми по противодействию коррупции о фактах нарушения требований федерального закона 273 о противодействии коррупции, 82 закона Республики Коми о противодействии коррупции в Республике Коми, депутатом Совета муниципального района Сосногорск по избирательному округу номер 5 Авзиным Никитой Игоревичем. Управлением в ходе изучения представленных Авзиным Никитой Игоревичем документов установлено, что в нарушении требований законодательства о противодействии коррупции рассматриваемым лицом справка о своих доходах не подписана. То есть достоверность представленных сведений не подтверждена, в связи с чем справка считается непредставленной. В соответствии с требованием пункта 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона 273 ФЗ
о противодействии коррупции лицо, замещающее муниципальную должность, в случае непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги, супруга и несовершеннолетних детей, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия. И если у Авзина декларация не была им подписана, то Виктория Чиж свою справку о доходах не предоставила вообще, отослав по почте лишь документ на своего несовершеннолетнего ребенка. Взяв слово, она пояснила, что не специально нарушила закон и попросила депутатов ограничиться предупреждением. Однако на голосование был вынесен вопрос о снятии полномочий с формулировкой «в связи с утратой доверия». Для принятия решения не хватило одного голоса. А вот с депутата Авзина полномочия были сняты, как того требует закон, в связи с утратой доверия. Как только решение было принято, часть депутатов покинули зал в знак протеста. Однако кворум из 8 человек остался, и Совет продолжил работу. А именно утвердил прогнозный план приватизации и перечень имущества, передаваемого из государственной собственности Республики Коми в муниципальную. Сосногорск прирос территориями, земельным участком почти в 14 гектаров. Он будет определен под нужды муниципалитета. Были рассмотрены еще несколько вопросов, по которым вынесено положительное решение. Возвращаясь к вопросу о снятии полномочий депутата, данное решение Совета, как поясняет прокуратура, строго соответствует законодательству. Если сведения о своих доходах представлены не были, не своевременно были представлены, если были не представлены сведения о доходах своих супруги, несовершеннолетних детей, а также в случае неполных и недостоверных сведений о доходах, то в данном случае трудовой договор с муниципальным служащим, а также полномочия лиц, замещающих муниципальные должности, прекращаются в связи с утратой доверия. У нас все ситуации разграничиваются. Есть специальное письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2016 года, где там есть четкое разграничение, какие нарушения у нас являются, ситуации являются влекущими за собой утрату доверия, и прекращение полномочий. В случае, если полностью не представлены сведения о доходах о своих, либо не представлены сведения о доходах супруги и несовершеннолетних детей, мы говорим, что это ситуации, которые расцениваются как значительные проступки, влекущие увольнение государственных служащих. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске продолжается обсуждение проектов, предлагаемых к реализации в рамках народного бюджета в 2022 году. После рассмотрения инициатив в сферах культуры и благоустройства горожане перешли к образованию и спорту. Предложений, направленных на развитие сосногорских школ и детских садов, традиционно оказалось немало, ведь речь идет о воспитании подрастающего поколения. Так, например, в 2022 году, благодаря народному бюджету, может обновиться спортивная площадка 3-го детского сада. На сегодняшний день она не соответствует современным требованиям, в том числе не позволяет готовить воспитанников к сдаче нормативов комплекса ГТО. Исходя из этого, возникает необходимость преобразовать спортивную площадку детского сада номер 3 города Сосногорска в многофункциональный объект, на котором будут установлены турники, упоры для отжиманий, брусья, бум, баскетбольная тройка, зона прыжков для старших дошкольников, спортивно-игровая зона. Модернизированная спортивная площадка станет центром организации разнообразной двигательной деятельности детей. А главное, появится возможность подготовки к сдаче норм ГТО. Планируют готовить к сдаче нормативов ГТО своих воспитанников и 9-й детский сад, который предлагает нанести на свою спортивную площадку резиновое покрытие. Кроме этого, педагоги представили еще один проект по обустройству специальной зоны для юных метеорологов. Оно включает в себя заборчик, метеобудку, столик, скамейки, шест для флюгера, а также самые необходимые материалы и оборудование. Это такие: термометр, анометр, солнечные и песочные часы, осадкомер, флюгер, ветряной рукав, барометр, компас, гигрометр, дождемер, снегомер, а также будут посажены растения в барометре.
За здоровое и спортивное детство выступает и коллектив 7-го детского сада. Создание спортивной игровой площадки на его территории, по мнению коллектива учреждения, окажет положительное влияние не только на местных детей, но и позволит проводить мероприятия с привлечением ребят из соседних школ и детских садов. Попробуем приобрести современное оборудование физкультурное. Для чего? Для проведения малой летней олимпиады. Почему бы нет? Малой зимней олимпиады. То есть для дошкольников, с привлечением, естественно, и детей начальной школы, ближайших школ. 12-й детский сад представил проект «Прогулки с комфортом», который предполагает установку новых теневых навесов. Коллектив 10-го сада выступил с предложением создать на своей базе кукольный театр. А в 3-й школе и 11-м детском саду существует необходимость замены окон. Все озвученные проекты были поддержаны сосногорцами. Не менее активно горожане обсуждали и предложения, направленные на развитие спортивной инфраструктуры. Уже много лет одним из любимых мест отдыха взрослых и юных сосногорцев является мини-парк в железнодорожной части города. В следующем году рядом со скульптурами гномов и Белоснежки может появиться новая спортивная площадка. В основном, конечно, контингент, который ходит в этот парк, это дети от года до 14 лет. Вот. А здесь появится такая возможность прийти со старшим братом, который будет и за детворой смотреть, и в это же время заниматься спортом. Вот. Так что цель этого проекта сделать более, скажем так, востребованным этот парк не только для маленьких детей. Выступили сосногорцы и за дальнейшее развитие стадиона «Локомотив». Авторы проекта «Движение вверх» предлагают установить переносной уличный скалодром. А благодаря проекту «Поиграем на природе» на стадионе может появиться площадка для уличного волейбола. Обустройство площадки для пляжного волейбола в рамках данного проекта создаст условия для развития такого популярного среди молодежи вида спорта, как пляжный волейбол. А также расширит возможность привлечению подростков, молодежи, взрослого населения к ведению здорового образа жизни. Кроме этого, сосногорцы озвучили проект «Спорт без границ», который предполагает установку дополнительных тренажеров для людей с ограниченными возможностями здоровья в парке Югодлун, ремонт уже существующих здесь объектов и оборудование над ними навесов. А также предложили мероприятия по текущему ремонту в клубе единоборств «Гладиатор». Обсуждение проекта «Народный бюджет» в Сосногорском районе продолжается. Вслед за горожанами свое мнение предстоит высказать жителям поселков. Андрей Калиничев, Павел Дорников, Вести Тимана, Сосногорск. – 25 марта вместе со всей страной сосногорцы отметили День работника культуры. Чествование виновников торжества состоялось в ГДК «Горизонт». На ваши плечи, конечно, в этом году легли немалые испытания. Год был сложным, мы уже об этом не раз говорили. Это пандемия коронавируса внесла тут свою лепту в вашу работу. Но хочу еще раз подчеркнуть, что вы в очередной раз доказали, что вам действительно любые задачи по плечу. Я более того хочу сказать, вот, найдя вот те новые форматы работы с населением, с вашими зрителями, я думаю, что вы даже расширили ту аудиторию, которая приобщилась к нашей культуре. Сергей Дегтяренко пожелал работникам культуры дальнейших успехов в реализации всех творческих планов, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Завершив приветственную речь, глава района приступил к приятной миссии – награждению. В начале марта в столице Коми проходили Дни культуры Сосногорского района. Людям, которые своим трудом сумели показать всей республике, какие в нашем районе растут и развиваются таланты, были вручены благодарности муниципального района Сосногорск. Среди награжденных преподаватель Нижнеодовской детской школы искусств Виктор Афанасьев. Как он сам признался, награды он не ожидал. Тем более, кроме благодарности, Виктор Афанасьев получил почетную грамоту муниципального района Сосногорск. В отрасли культура Виктор Андреевич работает больше 10 лет. Свою профессию любит. Нравится доносить до людей, до детей, что такое искусство. Все-таки в школе искусства работаю. Вот. Сложность, бывает то, что это заинтересовать, бывает трудно.
Эстафету поздравлений продолжила руководитель отдела культуры Марина Никитина. Она вручила благодарности отдела. Завершилось чествование работников культуры музыкальным подарком. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Алексей Михайлусов уже был героем нашего сюжета. Прошлым летом он организовал и стал единственным участником благотворительного марафона в Крыму. И вот вновь собрался в поход. На этот раз на Печору. Накануне путешественник встретился с главой Сосногорского района Сергеем Дегтяренко и председателем Совета района Ириной Ушаковой. Он рассказал, что в недавнем путешествии в Печорском районе увидел интересные места. Например, стоянку древнего человека. Заинтриговали его фотографии из села Приуральское и деревни Оранец. Моя цель – это основная – довести информацию до наших местных граждан Коми о том, что у нас есть такие интересные места, и далеко не надо ехать на Алтай, на Эльбрус. Можно поехать на Припадатный Урал, Саблинский хребет. Алексей Михайлусов рассказал собеседникам о том, что проблему туризма Республики Коми видит в том, что люди просто не знают, какие удивительные и красивые места есть в нашем регионе. Во время беседы Алексей рассказал и о себе. Он работает в полиции. В Сосногорск приехал из Сыктывкара. Хобби, марафон и пешие путешествия. Что должно внутри произойти? Что вас подвигло все-таки этим заняться, этим замечательным делом? Какой-то, может быть, внутренний поиск самого себя. Именно по хобби, что твое, что тебе приносит удовлетворение, и именно в чем ты можешь общественную пользу принести. Обсудив мотивы и намерения, сложность предстоящего похода и настрой самого путешественника, участники беседы завершили ее небольшой торжественной церемонией. Алексей, я хотел бы вручить вам этот флаг, чтобы он сопровождал вас, это флаг Сосногорского района, чтобы вас сопровождал в вашем путешествии, и в целях популяризации нашего района, и пускай он будет для вас неким оберегом и пройдет тоже вместе с вами весь этот маршрут. Со своей стороны я хочу вам вручить сборник стихов. Это наш местный поэт Станислав Пахтушкин. Диск, чтобы он вас согревал вечерами. Будете слушать. Тоже, чтобы это вам помогало о том, что мы с вами вместе. И, конечно же, ждем вашего возвращения и будем слушать с удовольствием ваш рассказ о путешествии. Спасибо. 29 марта Алексей Михайлусов отправится в путь. После Приполярья он планирует еще посетить Ямал, так что домой вернется не ранее, чем через 10 дней. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорские школьники не покидают родных стен даже на каникулах, ведь в образовательных учреждениях разворачивают оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. На базе 2-й и 3-й школ организованы профильные смены по безопасности дорожного движения. В программе тематические мероприятия. Например, во 2-й школе провели спортивную эстафету «Красный, желтый, зеленый». Все мероприятия ДОЛ посвящены правилам дорожного движения. Сегодня состоится спортивная эстафета. Все задания эстафеты тоже на знание правил дорожного движения. Здесь и знаки дорожные, и умение припарковаться, и соблюдение осторожности, аккуратности на дороге. То есть ребята будут соревноваться, бегать, но при этом повторять, запоминать правила дорожного движения. Участники команды четвероклассников, а в организации помогали шестиклассники из отряда юных инспекторов движения. Они проводят классные часы и викторины для младших ребят и участвуют в рейдах ГИБДД вместе с родительским патрулем. Почти каждый день проводятся выезды с инспекторами дорожного движения и с ЮИДами, с юными инспекторами движения на дороге. У нас большинство сейчас акций «Внимание, пешеход», «Пристегни самое дорогое». Эстафета включала спортивные соревнования и вопросы на знание ПДД. Затруднения они не вызвали, ведь ребятам постоянно рассказывают о безопасности дорожного движения. Нам сначала загадывали загадки, там все объясняли, давали знаки, мы их там писали, чтобы понять, какие знаки что обозначают. Нельзя переходить дорогу в неположенном месте. Нельзя переходить дорогу, когда стоит автобус, потому что машина может тебя столкнуть, не видеть тебя. В 3-й школе прошла интеллектуальная игра «Азбука безопасности» для учеников с 1 по 4 классы. За каждый верный ответ на вопрос ведущих дети получали жетоны. Здесь также регулярно проводят ликбезы по правилам движения. Школа уделяет большое внимание этой теме. Практически каждый месяц проходят классные часы по этой тематике. И мы также
по возможности как можно чаще напоминаем ребятам о соблюдении правил. Детские оздоровительные лагеря сейчас на весенних каникулах действуют в 14 образовательных учреждениях города. Их посещают более 700 детей. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.